На что не хватает смелости по жизни? Смелость. Смело. Наверное, выражать чувства больше. Не хватает смелости. Мне сложно, мне тяжело дается выражать свои чувства по отношению к семье своей, супруге, к родителям, коллегам, к Абдулло. Да, очень. То есть я не знаю, почему-то, может быть, это воспитание, но иногда я чувствую то, что проявление каких-то чувств, обычно это позитивное, хорошее чувство, это показатель, может быть, какой-то слабости. Я не знаю почему. Просто вот это мантуро дуст недором или вот. Да, вот иногда, то есть вот. Мне это сложно дается иногда, потому что супруга мне тоже говорит, почему ты не говоришь так часто то, что я тебя люблю. Если даже мое сердце переполняется любовью к ней, то есть мне вот сказать это немножко, понимаете, нужно, я работаю над этим, я очень стараюсь. Хорошо. Говорят, что в жизни нужно пробовать все. Правильно? Некоторые, есть определенные люди. Абдулло, есть ли вещи, которые вы никогда не пробовали и потенциально и не попробуйте? Я не могу полностью согласиться с данным выражением. Я понимаю, что часто это говорится как и имеется в виду, что нужно быть открытым к опытам, к рискам, к приключениям. Открытость, в общем, это да, я согласен, это хорошо, но я очень тоже часто встречаю людей, что под именно этим лозунгом пробуют все подряд, все, что попадется под руку, грубо говоря. И с этой точки зрения сложнее не пробовать все, а уметь отказывать себе во многом. Кстати, вспомнился один эксперимент, о котором недавно мы в Алифе говорили, называется «Зефирный тест». Это эксперимент проводился в Америке в 60-х годах. Приводили детей 4-5 лет в комнату, там был только стол и стул, и на стол клали один зефир. И ребенку говорили: я сейчас выйду из комнаты и вернусь через минут 15-20. Если ты не съешь этот зефир, то я принесу тебе еще один. Взрослый выходил, и начиналась драма. Кадры, кстати, есть в интернете, кому интересно. Дети пытаются не смотреть на этот зефир, прятаться под столом, все что угодно, чтобы не съесть этот зефир. Но довольно часто многие сдавались уже в первые пару минут, а некоторые держались до конца. И важность этого эксперимента в том, что эти психологи решили дальше следить за ростом этих детей. Почти 50 лет. То есть эксперимент буквально закончился в 2006 году. И результаты однозначны. Те дети, которые смогли устоять, подождать, self-control, да, контролировать свои, в данном случае, да, чувства, желания, они стали здоровее, успешнее, как и в личной жизни, так и в карьере. И это довольно легко понять, потому что, например, с точки зрения здоровья, если перед тобой там гамбургеры, всякие сладости, и ты можешь себя контролировать, да, это, естественно, влияет на здоровье. Если у вас какое-то недопонимание с супругой, например, и если человек может себя контролировать и обдумать ситуацию, это влияет на качество супружеской жизни. И с этой точки зрения намного, я считаю, важнее иметь самоконтроль. Возвращаясь, я чуть-чуть отдалился, возвращаясь на ваш конкретный вопрос, наверное, есть очень много чего очень много чего я не пробовал и чего бы не стал пробовать, но, наверное, все примеры, которые я приведу, будут очень очевидны, да? Я даже не стану приводить. Зушо, кем ты хотел стать в детстве? Это смешно.
Почему смешно? Я на эту тему говорил со своей мамой, когда был поменьше. Я спрашивал маму свою, а у кого больше всего денег? И мама сказала, у банкира. С тех пор я захотел стать банкиром. На сегодняшний день я руководитель финансового учреждения. Но просто на тот момент мама мне не сказала то, что это чужие деньги. Поэтому я стал банкиром, но тех денег, которых я хочу или хотел быть, пока еще их нет. Поэтому мы отдельно с мамой поговорим на эту тему, и я буду работать над тем, чтобы зарабатывать очень много во благо. Так что это правда. Забавно. Ну, факт то, что они сбываются, да? Они сбываются, да. Я банкир, грубо говоря. Абдулла, кем хотел стать? Кем я хотел стать? Много было идей, но однозначно не банкиром. Нет. Даже, да, не думал о том, что пойду в эту сторону, но когда-то это было желание стать учителем, я об этом уже говорил. Когда-то это было желание стать доктором. За каким из мировых лидеров ты следишь? И почему? То есть, я извиняюсь, не обязательно лидеров, но дети вообще в целом. Дети. Да. Я, на самом деле, не слежу ни за одним из мировых лидеров. Но я люблю читать биографии, кстати, мировых лидеров, деятелей, биографии таких людей, как Ли Куан Ю, Хенри Форд, Джей Пи Морган, Джефф Безос, Илон Маск и так далее. И очень многому у них учусь. Сегодня у нас очень молодая аудитория, наверное, стоит добавить пару слов. Главное, чему я учусь, что я вижу, что есть общее среди вот многих-многих биографий, которые мне иногда читаю я вижу, что самое главное – это настойчивость. Самое главное, что приводит этих людей туда, куда они хотят идти, это именно настойчивость. У нас в Алифе есть очень важная цитата. Она даже вот, наша вся культура Алиф, она расписана на одной страничке, и она заканчивается именно этой цитатой. Я бы хотел воспроизвести именно на оригинальном языке. Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not. There are Plenty of geniuses, let's say. yes. Unrewarded genius is a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. Это слова Калвина Кулиджа. И они для Алифа это guideline, да, это наш путеводитель. Мы считаем, что не талант самое важное, не то, насколько человек умен, хотя это тоже очень важно, но на первом месте стоит именно настойчивость, упорство. Это тот человек, который настолько горит своей работой, желанием вот это сделать, не потому что он получает зарплату за это. Это человек, который может 40 часов напролет делать вот эту работу из-за вот наслаждения, которое он получает от этого, и результата, который он понимает, что эта работа может принести к другим. Именно настойчивость, я считаю, самое важное, и это то, что я вижу играет Ключевую роль, да? ключевую роль в жизни вот этих людей. Okay. Спасибо. Предприимчивый. За каким из мировых деятелей ты следишь? На
На самом деле я слежу за событиями определенными мировыми, то, что происходит в мире, и за теми личностями, которые делают погоду, да, именно в международных каких-то вопросах, экономика, политика. То есть то, что может каким-то образом коснуться нашу страну и нашу деятельность, нашу финансовую деятельность. В силу того, что финансы – это очень интегрированная сфера деятельности в мире, и мы будем также входить в эту систему, да, то есть очень активно будем внедрять свою работу. И, допустим, каждый твит, грубо говоря, Трампа в какой-то степени влияет на то, что, допустим, происходит, да, на мировых рынках различных и так далее и тому подобное. Поэтому это в основном политики, наверное, в основном. Те, кто делает погоду. Что касается биографии, чаще всего Абдулла пересказывает мне вкратце то, что, да, то есть более эффективное использование моего времени, за которое мне платит Абдулла. Абдулла, ты веришь в судьбу или ты думаешь, что этот человек сам ее создает? Я однозначно считаю, что сам человек создает свою судьбу. Каждый шаг, каждое решение, каждый поступок – это выбор. И мы полностью контролируем этот выбор, и мы ответственны за этот выбор. Зуршо, ты суеверный? Я не знаю насчет суеверия. Я относительно религиозный молодой человек. То есть я религиозный молодой человек. Я не могу сказать, что я суеверный. Наверное, больше, как мне объяснить правильно? Допустим, как в финансовом моделировании различных рисков. То есть вероятность дефолта того или иного человека. То есть мы пытаемся предсказать, то есть люди, мы, то есть в Алифе и так далее, мы пытаемся предсказать, кто из вас не вернет нам деньги. Да, мы используем различные скоринги, различные математические какие-то формулы, чтобы выявить, он или она способен или способна вернуть нам деньги. То есть с этой точки зрения, если человек пытается предсказать поведение, будущее поведение того или иного человека, то, скорее всего, не скорее всего, как верующий человек, есть более совершенная модель, да, которая может четко, ясно сказать, кто как себя поведет. Завтра, послезавтра и так далее. То есть суммарно или в совокупности все эти факторы, если сложить, то кто-то уже знает, в нашем случае это Бог, знает то, что как себя поведет, допустим, Шараф завтра. Сегодняшний ивент, мы знали, что он будет. И мы знаем, на что способен Шараф. Мы знаем то, что Абдулла не уедет никуда, и Зулшо здесь, и эти люди смогут уделить время. И все эти факторы, биологические, химические, всевозможные факторы, если сложить, да, если у нас какой-то механизм все это вбить, то мы будем знать на 10, 20 или 100 лет вперед, что будет с человечеством. То есть с этой точки зрения. То есть мы делаем свою судьбу, да, в какой-то степени, да, мы выбираем, то есть у нас есть свобода выбора, моим кором экономии, ин кором эконом, но при этом, как мы выберем, уже кто-то об этом знает. То есть больше именно такая позиция. Зуршо, я чуть вернусь назад, исходя из того, что ты сказал, что упомянул, что как бы человек религиозный. То есть насколько вот религия повлияла на то, что на твое образование в Малайзии, допустим, в сфере именно исламского? Это повлияло значительную роль, потому что я себя не видел в традиционном банкинге. У меня был опыт, я был интерном в одном из крупных банков Таджикистана, и мне это очень не понравилось. Да. В том смысле, то, что я не мог себя полностью реализовать. Не потому, что банк плохой или хороший, а именно я сам себя не видел в данной сфере. Поэтому я решил попробовать другую модель финансирования. И я нашел грант на бесплатной основе, уехал в Малайзию обучаться. Мне не хватило денег, и Абдулла мне одолжил немножко, на самом деле. Так что... Ты потом вернул Абдулла или еще нет? Я Абдулла вернул, потом стал на него работать. И он уже 5 лет меня эксплуатирует. Зуршо, какие оценки ты получал в 5 классе? В школе я учился относительно плохо. Плохо? Да. Я не горжусь своей школой, на самом деле. Да? То есть я учился плохо. То есть это тройки, это максимум четверки, или если мне повезет, 5 по физкультуре. Абдулла, как ты учился? К 5 классу уже лучше.
Но я действительно начинал не очень хорошо. Моя бабушка была директором одной школы, где я несколько месяцев проучился. И я никогда не забуду ее взгляд. Как она на меня смотрела, да. Ругая меня именно взглядом за плохое обучение. Наверное, я начал чуть-чуть согреваться к образованию, книгам в кишлаке у дяди. Об этом недавно говорил. У моего дяди была очень уютная, прохладная библиотека. В кишлаке очень жарко. И я с удовольствием там проводил время, читал энциклопедии с картинками, сказки, тоже желательно с картинками. И мы потом по вечерам сидели, у нас было много кузенов, рассказывали там, то, о чем читали, да, это сказки какие-то эти. И вот этот опыт, я каждое лето возвращался, вот это чуть-чуть, я считаю, что подтолкнуло меня к более лучшей учебе в общем в школе. И где-то уже, да, после 5-6 класса я стал учиться чуть лучше. Вы знаете, что вы хотите от жизни или до сих пор нет? Абдулла. Я недавно узнал, что я хочу от жизни. Я понял, вернее, правильно слово будет понял. И понял это в Алифе. Видя, какое счастье, если брать именно ту часть, которую я провожу днем работая, видя, какое счастье мне приносит рост людей вокруг меня, некоторые из них сегодня здесь, видя, как они развиваются, чему-то учатся, я реально чувствую себя счастливым. Я как будто это то, что я должен всегда делать. Да, и именно это меня так сильно держит на том направлении, в котором я движусь. Наверное, purpose, да, the purpose of my life, I guess, суть моей жизни, и, наверное, именно в этом. Здорово. Зушу, ты знаешь, что от жизни хочешь или нет еще? Да, я знаю, что я хочу от жизни. Это конфиденциально. Конечно, но я бы тоже не поделился, потому что там страшно. Хорошо, а какая страна? Я знаю, что вы путешествуете очень много по всему миру, и как бы какая страна больше вас вдохновила вообще в жизни, или больше понравилась, или чему-то какому-то определенному научила вообще Зушу? Какая страна? Есть такая страна, я там пробыл недолго, только неделю. Наверное, поэтому она мне понравилась. Это Катар, Доха. Мне очень понравилась эта страна в силу того, что это очень богатое государство, и тот уровень гостеприимства, который был со стороны принимающей страны, на самом деле меня удивил. Потому что я представитель довольно-таки не богатой страны, средний бизнесмен, приходит в гости к очень влиятельным, очень богатым людям, которые наравне со мной меня кормят, рассказывают и общаются. Очень влиятельные люди в регионе. Поэтому меня это на самом деле удивило. Потому что есть общество, допустим, может быть в Африке, может быть где-то в Азии, где, допустим, вот этот статус в обществе, да, то есть заставляет человека вести себя как свинья, грубо говоря. А в Катаре я увидел наоборот. Чем выше, чем авторитетный человек, тем приземленнее эта личность. Это мой личный опыт. Там есть очень много каких-то негативных моментов, с чем я не сталкивался. Но в силу того, что я находился только одну неделю, впечатление было замечательное. Катар. Абдулла? Для меня это больше носит developmental характер, да, то есть страновое экономическое развитие. Наверное, Сингапур.
но также и другие, там, Австралия, США, Англия. И главное, то, что я вижу, важно, чему мы можем научиться, это не то, что развитие зависит от каких-то сложных стратегических планов, да, где вот самые лучшие умы собираются и как-то планируют будущее страны. Нет. Наверное, важнее понимать и соблюдать какие-то самые основные принципы. Да? Это принципы рыночной экономики, это property rights, да? Права на собственность, это объективные и независимые суды. То есть несколько таких фундаментальных принципов, которых нужно придерживаться бескомпромиссно. Хорошо. И как бы последний актуальный вопрос. Где больше в интернете вы проводите время? Зушел. Как-то неудобно. На самом деле по работе, в основном это по работе, так как мы продвигаем свои услуги, товары онлайн, это социальные сети, это электронная почта, на самом деле ничего сложного, ничего примитивного. То есть и новостные какие-то порталы, международные в основном. А запрещенные сайты? Запрещенность уже нет. А было где вы думаете проводить? Так же, как Зуша сказал, у нас мы недавно делали статистику интернет-пользования в Алифе, 70% входит на Telegram. Telegram это более продуктивный вид коммуникации, нежели чем мы делимся файлами, там, гифками. В основном работаю чем-то. Хорошо. Ладно, давайте перейдем на вторую фазу. Это будет быстрый вопрос-ответ, их немного, где-то, наверное, 15 вопросов, на которые просто нужно будет ответить да или нет. И потом уже перейдем как бы на вопрос с ответом. Давай начнем с Ушо. Ушо, что хуже, потерпеть неудачу или так и не попробовать? Наверное, неудачу потерпеть. Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? Самого себя. Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в что вы делаете? Я верю в то, что я делаю. Ранний брак или поздний? Ранее. Смогли бы вы нарушить закон для спасения любимого человека? Не знаю. Что бы очень хотели сделать, но так и не сделали? Я все сделал почти. Что важнее, образование, здравоохранение? Образование. Базар или супермаркет? Супермаркет. Хотели бы вы себе такого друга, как вы сами? Нет, у меня есть лучше. Лучше есть. Лучше есть. Контролируемая экономика или неконтролируемая? Неконтролируемая, свободная. Если не сейчас, не сейчас, то когда? Сейчас. Инициатива или поддержка инициативы? Инициатива. Консерватизм или либерализм? Консервативизм. Карьера или семья? Семья. Интроверсия или экстраверсия? Я экстраверт больше. Вчера, сегодня или завтра? Сегодня. Что вы не можете простить человеку? Много чего прощает только Бог. Я много чего могу не простить. Спасибо. Абдуло, что хуже, потерпеть неудачу или так не попробовать? Это будут те же самые вопросы? Да. Ну, у нас все будет довольно похоже, наверное. Но, Давайте проверим. окей. Так и не попробовать. Так не попробуйте. Хуже. Если вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? Точку зрения. Вы делаете во что верите или пытаетесь верить в то, что вы делаете? Верю в то, что делаю. Ранний брак или поздний? Своевременно. Смогли бы вы нарушить закон для спасения любимого человека? Надеюсь, никогда не придется отвечать на этот вопрос.
Что бы вы хотели сделать, но так и не сделали? Научиться китайскому хотел как-то. Что важнее по преференции? Образование, здравоохранение? Образование. Базар или супермаркет? Супермаркет. Хотели ли вы такого друга, как вы сами? Только тех, у кого можно чему-то научиться. То есть Только лучше, да, только тех, кто лучше. не с самого себя, допустим. А, Вот копию поставить, вот свою копию и потом подружить с ним. Прикольно же? Прикольно, да? Почему бы и нет? Да? Окей. Контролируемая экономика или свободная? Свободно однозначно. Если не сейчас, то когда? А как только, так сразу. Инициатива или поддержка инициативы? И то, и другое. Консерватизм или либерализм? А либерализм. Карьера или семья? Карьера, семья, здоровье, друзья и многое другое. Интроверсия или экстраверсия? Наверное, экстраверсия. Вчера, сегодня или завтра? Сегодня. Жить для того, чтобы делать деньги, или делать деньги для того, чтобы жить? Делать деньги для того, чтобы жить, чтобы быть полезным. Что вы не можете простить человеку? Лень. Лень. Спасибо огромное.